Встаньте, обвиняемый. Представьтесь, пожалуйста. Гончаренко Александр Николаевич. Гончаренко Александр Николаевич. Да. Ходатайство стороны обвинения подлежит удовлетворению по следующим основаниям. Стороной обвинения представлено достаточно данных, подтверждающих наличие у нее оснований для уголовного преследования Гончаренко в совершении инкриминируемого преступления, предусмотренного пунктом В части 5 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации. Протокол задержания Гончаренко соответствует требованиям статей 91-92 УПК РФ. Порядок задержания обвиняемого соблюден. Основанием задержания явилось то, что очевидцы указали на него как на лицо, совершившее преступление. Суд признает задержание Гончаренко законным и обоснованным. При избрании меры пресечения суд учитывает личность Гончаренко, которая ранее не судим, женат, имеет постоянное место работы, временную регистрацию по месту производства предварительного следствия в городе Сыктывкаре, характеризуется с положительной стороны. Вместе с тем, удовлетворяя ходатайство следователя, суд учитывает, что Гончаренко обвиняется в совершении умышленного, особо тяжкого преступления, является коррупционным, направлено против государственной власти и интересов государственной службы, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 3 лет. Гончаренко является действующим руководителем Печорского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, лично знаком со свидетелями по делу, которые являются либо его знакомыми, либо подчиненными работниками. На основании изложенного, руководствуясь статьей 107 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил избрать в отношении Гончаренко Александра Николаевича меру пресечения в виде домашнего ареста на срок 2 месяца, то есть по 28 января 2017 года включительно. Разрешить Гончаренко ежедневную прогулку не более 1 часа в день в период времени, установленный ККУ УИ УФСИН России по городу Сыктывкару. В связи с избранием меры пресечения в виде домашнего ареста установить Гончаренко следующие запреты. Выход за пределы жилого помещения, в котором он проживает, за исключением явки по повесткам к следователю и в суд. Получение и отправление корреспонденции, касающейся обстоятельств расследуемого в отношении него уголовного дела и ведение переговоров с использованием любых средств связи, в том числе информационно-телекоммуникационной сети интернет, касающихся обстоятельств расследования уголовного дела. Общение со свидетелями и иными участниками уголовного судопроизводства по обстоятельствам уголовного дела. Контроль за нахождением обвиняемого в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением наложенных судом запретов и ограничений возложить на КПУ УИ УФСИН России по городу Сыктывкар. Гончаренко освободить из-под стражи немедленно из зала суда, поручив следователя, осуществляющему предварительное расследование по делу, передать его под надзор контролирующего органа. Настоящее постановление может быть обжаловано в Верховный суд Республики Коми через Сыктывкарский городской суд в течение 3 суток со дня его вынесения. В случае подачи апелляционной жалобы обвиняемый в течение 3 суток со дня вручения ему в течение 3 суток вправе ходатайствовать о своем участии, а также участии защитника в рассмотрении материала судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в апелляционной жалобе. Ходатайство об участии также может быть сделано в течение 3 суток со дня вручения ему жалобы или представления, затрагивающих его интересы. Подпись судьи. Гончаренко, понятно ли вам постановление? Да, понятно. Порядок и сроки обжалования данного постановления понятны? Понятно. Понятны. На этом судебное заседание объявляю закрытым. Освобождайте. Еще нету? Нет, все, с клеточки. С клеточки. Что, мы внизу будем? А что, наливай? Пойдемте с нами, пройдем. Нет, я говорю, с клеточки. Там мы освободим вас, как поставим.